Центральная поликлиника Сыктывкара вошла в новый ритм работы. Отныне здесь минимум очередей и самое быстрое попадание к специалисту. Регистратура только для посетителей, для звонков в колл-центр. С его появлением не дозвониться невозможно. Оптимальное время ожидания ответа оператора – чуть меньше 2 минут. Центральная поликлиника, регистратор Анжела, добрый день. Сама регистратура тоже разделилась. Общая для основного потока пациентов и отдельный специалист для профилактики и диспансеризации. Работа нашего отделения построена так, что человек, проходя диспансеризацию или профилактические осмотры, может выполнить весь комплекс мероприятий, обследования, получить нужные консультации в течение нескольких часов, что очень удобно для трудоспособного населения. Всех специалистов теперь можно пройти в одном месте и за одно посещение. Здесь же записывают на вакцинацию. В кабинете терапевтов тоже перемены. Там в буквальном смысле навели порядок. Все кабинеты стали типовыми, с одинаковым расположением мебели и полной визуализацией. Подписан не только каждый шкаф, каждый уголок. Так нужный предмет или документ любой специалист сможет найти в течение 30 секунд. Любая медсестра, любой врач могут принимать в любом кабинете. То есть не знают, где что лежит. Если я, например, приду искать, мне нужна будет какая-то амбулаторная карточка, я посмотрела, увидела карточку, взяла. А это важный кабинет для забора крови. Благодаря своей электронной очереди все происходит максимально быстро. Номерки выдаются сразу с конкретным временем и даже столом. В целом такая система позволила снизить пребывание пациента в больнице в 2 раза. Единовременно в поликлинике прибывает меньше людей. Значит, это видно и по гардеробу, да, где уменьшается количество одежды, по парковке также, да, видно сразу, что люди приходят. В целом мы измеряли скорость пребывания, время пребывания пациента, скорость дохождения от регистратуры, от входа в поликлинику и до выхода из нее, конечно, существенно сократилась. Доступен посетителям и терминал для записи в другие учреждения. И это помимо единого портала госуслуг. Так называемая региональная информационная медицинская система. В поликлинике появилась и система навигации. К основным отделениям ведут цветные стрелки. Флюорография и рентген – красное, отделение функциональной диагностики – синее. И такие указатели не только на полу, но и на стенах. Заблудиться теперь просто невозможно. Ну, я вот только зашла, разделась, и вот я буквально минут 10, все, я уже могу домой идти. Ну, по поводу регистратуры, конечно, неплохо, хорошо. Но к врачу попасть тоже тяжело, все равно в любом случае. Мне стало очень удобно. Здесь не надо с утра стоять в очереди для того, чтобы попасть в регистратуру. И очень удобно получать номерки к лечащим врачам. На базе пока единственной передовой поликлиники создадут центр, который будет тиражировать новые технологии на всю республику. Рассматривается возможность создания и единого колл-центра. А в ближайшие 6 лет такие больницы и поликлиники будущего должны заработать повсеместно. До этого мы проводили только одну компоненту этого – вежливую регистратуру. Сейчас это уже комплексный компонент, который направлен на то, чтобы оказывать качественные услуги в поликлиниках, чтобы люди не испытывали дискомфорта, не тратили время. Также медработники, соответственно, тоже проводили свои работы в соответствии с регламентом. Также в этом году мы сдаем Ухтинскую детскую поликлинику по данной методике. И в рамках национального проекта здравоохранения не менее 30 поликлиник должны работать по данной технологии. А в Центральной Сыктывкарской пока отлаживают процесс, чтобы довести работу до автоматизма. Впрочем, человеческий фактор никто не отменял. Если приходится ждать приема в очереди, время можно скоротать с пользой. Уже около года поликлиника выпускает свою газету. Таисия Жакова, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сыктывкар.